Вы извините, я не могу ждать до завтра. Я хочу просто искренне восхититься кадровой политикой нашего премьер-министра. Сейчас, конечно, в ход пойдут моя национальность, мне укажут на этническую мою родину, но судя по той ситуации, которая творится в кадровой политике при назначении в образование людей, разрушителей, как Карасартову, которая чувствует просто, где идет нестабильность, она там. При Алмаз Шаршеновиче она все время была против него, как только от него нестабильность пошла, она уже была там в том лагере. И ее поставили сейчас в профтехобразование. Для чего? Для того, чтобы она расшатывала образование. Я не знаю, я себя больше кыргызской ощущаю, наверное, чем премьер-министр и Карасартова, который только облик кыргызский. А внутри у них что? Они не думают о подрастающем поколении, о нашем. Они хотят, чтобы в конечном итоге наши дети считали, что Америка победила Великую Отечественную войну. Или вот этот вот феминистская выставка, ведь спровоцирована специально она была. Все хорошее можно опошлить, что они успешно сделали. И это было сделано преднамеренно. Прекрасно знали, что будут такие сопротивления и столкновения. Когда уже жесткая рука будет, чтобы навести порядок, 10 тысяч НПО, ни в одной стране такого нет. Давайте упорядочим, и пусть работают по мандатам. Некоторые нужно вообще запретить их деятельность, оставить только те, которые реально работают на благо народа, потому что действительно без некоторых неправительственных организаций нам будет трудно обойтись, но только те, которые работают на благо народа, а не на благо чужой страны. Спасибо.